Маркировка товара позволяет идентифицировать продукцию и расшифровать ее характеристики и свойства. Перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, был утвержден в апреле 2018 года правительством России. Главная цель принятого постановления – это снижение оборота контрафактных товаров в стране, выявлять тех, кто подделывает товар, не покупают лицензию, не платят налоги. На каких товарах есть условные знаки, проверяют специалисты в погонах. Под прицелом на этот раз оказался торговый центр «Фабрика», в котором высокая проходимость покупателей. Нарушение законодательства выявляют уже в первом магазине. При реализации вот этой легкой промышленности обязательно вы должны иметь регистрацию в честном знаке и передавать эту информацию в честный знак. И вот вся продукция, которую вы продаете, легкая промышленность, обувь, духи, вся она должна быть маркирована. Если она без маркировки, то вы уже нарушаете. Цель визитеров – не штрафовать и конфисковать. Рейд сотрудников Роспотребнадзора носит профилактический характер. В следующем магазине на товарах указаны штрих-коды, но этого недостаточно. Продукцию обязательно необходимо регистрировать в единой системе «Честный знак», а после реализации маркированной продукции выводить ее из оборота. Любой смартфон может считывать этот QR-код. И в соответствии потребитель знает, что он покупает, какого качества вещь он покупает. В этом QR-коде вся информация о товаре, кто изготовитель, состав, кто его продал, кто его привез. Вся эта информация есть для потребителя. И он знает, что уже покупает качественную вещь, не контрафактную продукцию. Если отсутствует маркировка, эта вещь уже считается контрафактной, некачественной. Многие задаются вопросом, как работает честный знак. Производитель на любой товар наносит уникальный штрих-код. Далее в национальную систему «Честный знак» передается информация о каждом его передвижении, а уже в магазине сканируют код и товар размещают на полку. Для этого обязательно нужен кассовый аппарат, в котором должен быть установлен фискальный накопитель. Он формирует документы, хранит их и шифрует. Потом касса в закодированном виде передает их оператору фискальных данных, откуда они в итоге попадают в налоговую. Ну а потребитель всегда может проверить подлинность товара с помощью приложения и не сомневаться в качестве. Обязательной маркировке подлежат парфюмы, шины, предметы одежды, верхняя одежда, постельное белье, фотокамеры, фотовспышки и лампы вспышки. Разъяснить правила маркировки представителям Роспотребнадзора пришлось и в магазине парфюмерии и косметики. На этой упаковке отсутствует эта маркировка, уже автоматически считается, что эта продукция контрафактная. Мы все знаем, зачастую эта парфюмерная продукция продаются контрафактной, то есть там. А если наличие этого QR-кода уже удостоверяет потребителя о том, что эта продукция качественная, что это не контрафактная продукция, обязательно продавайте товар только с наличием QR-кодов и сами регистрируйтесь в этой системе. А с некоторыми продавцами разъяснительную беседу Роспотребнадзор проводит не в первый раз. Так этот магазин шуб посещают на протяжении нескольких лет. Меховые изделия подлежат маркировке с 2016 года. Идентификация товара позволяет проследить весь путь от производства до продажи конечному потребителю. На каждом изделии чип халис. Мы должны были, повесить. Вы должны повесить это. Да. И обязательно халис еще. Мы сделаем это. У нас есть цельное количество. Мы вас предупреждаем, очень много раз предупреждали, этот товар нам придется конфисковывать, если без этой маркировки. Замечаний в адрес предпринимателей сегодня много. И все же ряд магазинов, проверяющих, порадовали. Все у меня по честному знаку, я работаю от фирм. Никакие у меня не бывают эксцессы, которые нежелательны. Сотрудники в красных формах подводят итог. Показатели регистрации маркированной продукции в регионе пока очень слабые. И причин сразу несколько. Некоторые просто не хотят тратить время на маркировку. Другие не воспринимают всерьез требования закона. Ну и третьи реализуют некачественные товары. Однако наказанию подлежат все. В дальнейшем, если к нам будут поступать уже поручения прокуратуры, поручения президента Российской Федерации, то мы будем уже выходить на проверки, уже привлекать этих виновных лиц к административной ответственности. Если там тоже предусмотрена уголовная ответственность, если в реализации у них находится товар, превышающий 1,5 миллиона рублей, уже наступает уголовная ответственность. В связи с этим мы предупреждаем наших предпринимателей о регистрации в этой системе. Если мы в ходе этих проверок будем выявлять нарушения, там предусмотрен административный штраф с конфискацией
конфискации предмета нарушения. То есть всю продукцию, не маркированную продукцию, мы будем конфисковывать через суд. Это уже ощутимо для любого предпринимателя. Специалисты подчеркивают, что маркировка товара полезна не только покупателям, но и продавцам. Это упрощает товарный учет, обеспечивает контроль перемещения товара, оптимизирует складской учет, упрощает инвентаризацию, помогает анализировать объемы продаж. Список товаров, подлежащих маркировке, будет увеличиваться и регулярно пополняться до 2024 года. Диана Дударова, Асхат Белакиев. Новости 24.